Для достижения своей цели китаизации Восточного Туркестана власти Пекина самовольно изменили региональный статус в южной части Восточного Туркестана, создав провинцию и 4 военные дивизии. Согласно отчету Китайской народной сети от 7 июня, так называемое Народное правительство Синьцзяня 10-го комитета партии 8-го заседания Генеральной ассамблеи, состоявшегося в центральном городе Урумчи, приняло различные политические и некоторые агрессивные меры для содействия развитию в южных регионах Восточного Туркестана. На совещании коммунистические власти включали одну провинцию и 4 военных подразделения, произвольно разделяя, объединяя и расширяя региональный статус под названием «Стратегии единого планирования для продвижения так называемых ходов высокого развития в южной части Восточного Туркестана». Канадское отделение Amnesty International обратилось к правительству Канады с просьбой поднять вопрос о гражданине Канады уйгурском турке Хусейне Селили, который был приговорен Китаем к пожизненному заключению с дальнейшим сокращением срока до 20 лет. Хусейн Селили из района Фейзават Восточного Туркестана приехал в Канаду в 2001 году и стал гражданином Канады в 2005 году. В том же году он был задержан во время посещения родственников в Узбекистане и экстрадирован в Китай. В следующем году он был приговорен китайским правительством к пожизненному заключению. В последние годы китайский режим расширяет геноцид против народа Восточного Туркестана, одновременно ускоряя свои планы по эксплуатации ресурсов региона и контрабанде их в китайские провинции. Пекин объявил, что общий объем электроэнергии, транспортированный во внутренние районы Китая в первом квартале этого года через компанию Синьцзянь, Центр торговли электроэнергией с ограниченной ответственностью в Восточном Туркестане, достиг более 41 миллиарда киловатт-часов. Согласно этому расчету заявляется, что количество новой энергии, которая составляет более 30% от общего объема электроэнергии, экспортируемой за рубеж, составляет 12,462 миллиарда киловатт. Министр обороны Китая Ли Шанфу встретился с главнокомандующим Королевской армией Таиланда Нарунпханом Джиткоатае. Ли сказал, что они готовы работать с Таиландом для реализации примирения, достигнутого лидерами двух стран, и расширения военного сотрудничества. Гондурас – центральноамериканская страна, официально признающая Китай, у которого конфликт суверенитета с Тайванем, с которым он недавно разорвал дипломатические отношения, открыл посольство в Пекине. Министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Рейна и его китайский коллега Цинь Ган приняли участие в церемонии открытия посольства, расположенного в дипломатическом кампусе в пекинском районе Цянгаминь. Министр Гондураса в своем выступлении на открытии подтвердил приверженность своей страны принципу «Один Китай» и заявил, что Гондурас хочет развивать экономические и торговые отношения с Китаем и сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и глобального развития. Манчестер Сити впервые в своей истории выиграл титул Лиги чемпионов, обыграв Интер в финале Лиги чемпионов в Стамбуле.